Здравствуйте, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цепантин. И, как обычно, мы находимся в ресторане «Мусхая» в гастростудии. Со мной, как обычно, Семен Тарбатов. Здравствуй. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел Скрябин Владимир Борисович. Владимир, здравствуйте. Владимир у нас директор Центра социальной психологической поддержки семьи и молодежи. Здравствуйте. Да, Владимир, я обычно всегда забываю, и поэтому сразу говорю спасибо, что согласились быть гостем нашей спасибо, передачи. что позвали, да. И так как мы его позиционируем как кулинарное ток-шоу, с чем вы к нам сегодня пришли, что мы будем сегодня делать? Так, сегодня мы будем готовить рыбу в кляре Так, с овощами, ага, гарнирчика, овощи. овощи отварные и соус из сметаны. Сметанно-сливочный соус, да, получается? Да. Если вот, ну, я не думаю, что это очень такое простое блюдо, да, я так полагаю, что есть опыт готовки. Ну, Может, даже любовь к готовке. ну, как бы есть отношения, я Ага, думаю. ага. Я не думаю, что я умею или я Ага. очень прямо умелый. Есть отношения, да, что, ну, в принципе, интересно бывает. Вот, поэтому мне было очень интересно принять участие в вашем проекте. Ага. Хорошо. Сколько времени это занимает и как мы можем быстро управиться? За передачу нашу 45 минут успеем все это сделать? Да, я думаю, успеем. Успеем, да? Да. Ну хорошо, давайте начинать. И пока мы начинаем, ну, вот наши ингредиенты уже, я смотрю, уже все стоят, да? Традиционный вопрос, который я всегда своим гостям задаю. Чьих вы будете, как вы дошли до жизни, такая рубрика. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Так, ну... Ну и параллельно давайте начинать. Давайте, да. Что там делать уже? У нас С чего начать, сегодня да, Семен? рыба муксун. Ага. У нас получается овощи. Ну, сегодня овощи у нас не отварные будут, чуть-чуть отойду от истории. Но мы сегодня поджарим на гриле, Давайте, я на только гриле за, да. кукурузу, немножко На гриле? помидоров, лучка. Ага. Ага. Так что я думаю, С можно... кляра начать можно. Да, с кляры уже передать сковородку побольше. Побольше. Ага. Вот это ванную, да? Да. Эту мы можем ее уже... Ну, а вы рассказывайте. Так, да. Я сам мегинский. Так, я тоже. Мегина Кангаласский, да. Мне когда хаят делать, да? Потому что, ну, как сказать, у меня оба родители, они оба мегинские. Ага. Ну, родился я в Нюрбе. Так. Это было в 82 году. Отец у меня авиатехник, поэтому он в те годы тогда там работал. И, ну, потом мы переехали в Маган и в авиапорт. То есть все мое детство связано с авиапортом, районом авиапорта. Блин, романтика такая, да? Ну как, мой отец мечтал, чтобы я стал летчиком или вот имел отношение. Ну, всегда же, да, родители хотят, чтобы это, Да. как бы по стопам пойти и все такое. Ну, да, не да. получилось. Я в детстве еще понял, что у меня Туяк катары и все такое, да? у Ага. меня плохой вестибулярный аппарат, поэтому я ну, понял, то есть- что это не мое. Ага. Моя мама всю жизнь проработала в сельхозинститут, сельхозакадемия, сегодня это называется АГАТУ. Есхи бывшие, которые. Да, и дедушка, бабушка тоже, они связаны с сельским хозяйством, поэтому, ну, с детства я у дедушки и бабушки, в определенной степени я дедушкин, бабушкин, тоже сельское хозяйство, Обратно? там домашнее хозяйство, в принципе, ко всему этому у меня есть отношения определенные. Затем учился все здесь, ну как... Якутских? Да, вся жизнь прошла в Якутске, скажем так. Потом и я выбрал определенно, ну, когда уже после школы Только белок. Без... только белок, да. После школы решил выбрать профессию психолога. Так, с этого места чуть-чуть подробнее. Ну, вот, Почему, да? да, почему? Вот Да, я всегда, допустим, у меня вот младшие школы в этом закончил. Да? Ну вот вопрос, когда вчерашний школьник заканчивает, всегда же спрашивают, ну что, куда будешь поступать, куда будешь поступать? Ну, Я со пройду. стороны родителей Да, всегда, да, да. да. Ну, то есть выбор профессии, это же очень немаловажно. Правильно выбрать и правильно пойти, да, скажем так. Ну, Ну, либо правильно, либо, ну, я не знаю, неправильно. Ну, да, в определенное в время... вашем случае как В было? моем случае на меня повлияли... я был в лагере, таком школьном, там, 9-10 класс, и туда приехали психологи проводить вот
программу, это был 98 год, программу для несовершеннолетних, для вот, школьников, связанную с... Ну, тогда это уже было, да? Это, Ну, потому да. что я почему-то, ну, на моей памяти почему-то сидит, что, ну, психолог, профессия, ну, скажем так, в последнее время, конечно, она, ну, приобретает, скажем, не модность, популярность, их больше становится. А раньше же, ну, может быть, что-то было где-то там это, а психолог это больше что-то такое западное, американское, когда вот сидят там психологи и все такое, да? Да, Вот, это- вот, в вашем случае как? Сбиваем. Пенку. Так, эта программа была связана ну, с моим наставником, с моим учителем. Ее зовут Туприна Октябрина Ксенофонтовна. Она в конце 90-х уже начинала продвигать тему практической психологии. И вот когда их команда приехала и начала проводить эту работу, меня это очень зацепило, удивило, что можно, ну, как в кино, там, да, вот сидят в кругу Да. и обсуждают, скажем, обсуждение Жизнь. своих переживаний. Переживания жизни, да, Да. ну, то, что вот как раз, то, что сейчас есть, да. Скажем. Ну, тогда, помните, конец 90-х, поэтому, ну, вот, скажем так, мы любили там по мелкой хулиганить и так далее. Ну, вообще сами по себе неспокойные времена, да. Спокойные времена. Помните, по всему проспекту стояли киоски, где пиво продавалось. Да. Все это очень было доступно. Я сегодня очень радуюсь, что, в принципе, это ну, стало гораздо меньше этого. Ну, отчасти, да. Ну, я имею в виду, по тому же проспекту этого вы сейчас не увидите. Ну, в Вы- 90-е годы, да, темно, на улице выходить ну, достаточно опасно. Да. Да. Вы не увидите сегодня в центре города, скажем так, вот подобной ну, расхлябанности, как было тогда. Ну да. И вот меня это очень зацепило, поэтому я пришел в этот центр и стал волонтером. Я волонтерил, мы проводили различные акции. И вот эта команда Октябрины Ксенофонтовны, они в 2000 году инициировали создание маленького госучреждения при министерстве. Тогда оно было, ну просто Минмолодежи был. тогда. Минмолодежи, Да. по-моему, Министерство молодежи, по-моему. И создали, сначала был маленький кабинет, потом 4 ставки стало, потом 8 ставок. И через какое-то время... О, здорово, супер. Ожесточенно Семен закончил. Да. Да. Дальше Очень, мы очень чем занимаемся? ожесточенно, но Так, это требует делаем кляр. Так, добавим... Вот, пенный напиток. да, он нужен, чтобы... Ну, консистенция такая. Сметанная консистенция. Так. Чуть-чуть еще добавлю. Да? А, ну, смотрите сами, я не знаю как. Я обычно пенный напиток по-другому Использую. на назначение. Ага. Так, и белки. Вилку. Нет, А, нет. белки. Да, белки говорите. А, ну все. Постепенно. Давайте. Все это можно убрать. Итак, вы поступили на психолога, ну, то есть это Да, вы волонтером да. работали и И психолог. вот эта тема меня очень зацепила тем, что, как скажем, тем, что можно определенные трудности, которые ты чувствуешь, любой подросток чувствует, скажем, есть же понятие такого кризиса, и есть такое широко распространенное понятие подросткового кризиса, да? Когда дети чувствуют себя... Ну, недаром говорят, подростковый период. А, ну что делать-то, подростковый? Да. Скоро пройдет, типа, да? У нас же всегда ж так, ну, как бы было. В советское время чуть ли не так. Там, перебесится, ну, и типа условно, и все. Ну да, это тоже очень зависит, кстати, от экономического положения в стране. А, ну, В вообще от определенной общего степени. влияния. От Конечно, общего, да, да. 90-е годы Ну и- изменения одним за другим, конечно, тяжело, да? Ну, вот. Ну и в любом случае кризисы человек испытывает всю жизнь. Есть кто-то разделяет там 7-летние какие-то кризисы, 7 лет, 14 лет, Кризис среднего возраста. 20, да, и в 21 год также и там, ну, всю жизнь же вот молодежь это такое понятие по закону, оно от 14 до 35 лет, да? Сейчас увеличили. До 35 стало. До сих пор, да? Да. Молодежь. А, ну все. И вот за этот от 14 до 35 лет молодой человек должен же очень много сделать. Как сказать? Должен, да? Ну да, Так, общество, можно муку вернуть мне? да, общество говорит, как будто что-то должен, да.
как бы да, ну, родители тебе говорят, ты должен Да, хорошо и учиться, ты должен поступить, ты хорошим должен работником стать. создать да, семью, ты должен, да, создать семью. там, потом воспитанием детей занимаешься. Да. А вдруг я не хочу, да? Ну, и вот, А и должен. на всех этих этапах Ага, любой человек испытывает определенные, ну, переживания. ага. С этой целью был вот в 2000 году создан наш центр, который, в принципе, идея была в том, чтобы любой молодой человек, молодая семья, вообще кто угодно мог бы обратиться, проговорить свои определенные трудности, М. получить какую-то обратную связь. Я не считаю, что психологи дают вот делай так и все. Какие-то готовые решения, да? Да. Ну, да. Ага. Когда человек сам говорит и проговаривает, человек сам понимает, что он должен делать, какие решения он должен принимать в своей Что для жизни. него лучше, я бы так, Ну может да. быть, по-другому выразился. Ага. Кто-то говорит правильные или неправильные. Ну, Все-таки я считаю, что в психологии, ну, это не совсем корректно. Можно переформулировать на верные для тебя. да, верные для меня. Ну, то есть, Только что мне, для что мне да, удобно. даже да, если все будут говорить наоборот или там. Ага. Ну, недаром же говорят, что русскому хорошо, немцу, да, ну, тоже какой-то вариант. Ну, то есть, что хорошо для тебя, для кого-то может быть очень плохо. да. Может быть неприемлемо. Да, допустим. неприемлемо, да. Да. Чье-то ты место занял, да, Да. ну, то есть, ты будешь для него врагом, ну, Да, условно, да. и поэтому с этой целью вот мы создали этот центр. Он до сих пор вот 22 года действует. На сегодня мы имеем 20 представительств в районах. Уже. Да, и в Давно. каждом районе всегда, ну, такой индивидуальный подход, там в зависимости от... Ну, сегодня это превратилось уже один из основных органов такой большой системы профилактики, системы реабилитации. Много-много направлений у нас функционирует в нашем учреждении. И, ну, скажем так, это я про первый вопрос. Ну, то есть, вы как бы начали волонтером, а сейчас уже директор. Сегодня, да. Ну да, да. карьера пошла вверх, это хорошо, да? Ну, как? Можно сказать, что это своего рода же это же все равно успех, же, да? Ну, ваш личный. Ну, это, я считаю, что То надо... есть это то, к чему вы шли, правильно? Либо так получалось само собой, ну, и скорее как это тут произошло в этом? Ну, это от работы, я думаю. Это то, что надо много работать. Пока никто ничего другого механизма не придумал, как Ага. чего-то достигать, много работать. Так, в принципе, можно будет Это сейчас. кляр уже готов, да? Да. Муку хотели добавить? Нет, или? сначала сюда, в муку, Так. Ага, потом в кляр. потом в кляр. Ух ты. Пинцетом, если что, вот есть Да, пинцетик. здорово. Есть, ага. есть вот это. Ну, вот это мне понадобится. А, да? Вот, понадобится тоже здесь. А огурчики, Семен, что будешь делать? Это вот мы добавим сметанку. Наподобие тартара. Сметанный соус, да, с огурцами. Ну, Здорово, такой. супер. С кислинкой будет. Да. Тут у нас тоже чеснок, немножко зелени. Мы взяли петрушку. Так, ну и на сегодня что мы имеем, да? Вообще я очень переживаю за отрасль психологии как отрасль, да? Потому что на сегодня на федеральном уровне есть определенные трудности, связанные с тем, что, нет единого законодательства, нет единого поля, где бы любой обыватель мог бы понимать, что вот к кому он обращается, вот, что вот это государственный специалист, вот у него такой-то опыт, и чтобы была определенная гарантия. На сегодня большинство психологов функционирует в системе образования. Наш же центр, мы работаем в системе молодежи и, скажем, курируем такие направления серьезные, как кризисная служба. Она связана, мы взаимодействуем с различными структурами, связанными, которые насилие над несовершеннолетними. Ну, это которые вообще очень серьезные вопросы. Да, Ну, да. также это вопрос, связанный, когда происходят чрезвычайные ситуации. Наши психологи тоже подключаются совместно с МЧСом.
Это когда погибают люди в пожарах, и этим семьям необходимо оказать психологическую поддержку. Ну да, когда уже человек практически, можно сказать, на грани. Да, и Тяжелый. это целое отдельное направление, которое требует очень большой, такой нормативной работы для того, чтобы... Ну, это, скорее всего, потому что, ну, я же еще вот в начале передачи говорил, что психология, она стала, ну, скажем так, востребованной и модной, но последние годы. Раньше же такого же, по-моему, и не было сильного, да? Да, Да. Вы верно заметили, потому что часто мне тоже говорят, особенно тохтиллер, вот это лапы. Да, а зачем то канадла? Да. Ну, чуть ли не так. В советское время психологов же, ну, Советское время... может быть, были, но их было мало. И Я- не было модным сказать, если у тебя жизненная какая-то тяжелая ситуация, пойти к психологу. Либо семейные проблемы, да, в семье. Ну, Я на, всегда Западе, это- на Западе же как? Семья на грани развода, что делают? Идут к психологу, все. Даже если какие-то проблемы, что? Ложку. Ложку. Вот. Какие-то проблемы, чуть что, все бегут к психологу. И хорошие деньги платят. Ну, то есть решает каким-то образом такие свои проблемы. Это верное замечание. При этом надо учитывать меняющееся социально-экономическое изменение в стране, связанное с тем, что мы уже не в советское время живем, и требования к К жизни, да. к ну, жизни, ну, они да, да. меняются, Да. они изменились. И в 90-е, когда говорили про рыночную экономику, сегодня мы в определенной степени говорим про капитализм, когда успешность человека, она... в советское время все-таки человек был уверен, вот через 5-10 лет я буду работать в определенном месте, ну, и, да, да. скажем так, и какие-то внутриличностных переживаний было, не были так актуальны. Я бы сказал, они отходили на второй план, да. Они Ну люди да. были уверены, жили, планов экономика, все хорошо. Да? И поэтому на сегодня требования времени же другие. Поэтому я думаю, что актуализация психологической практики, она очень важна. И для этого важно, чтобы специалисты были качественные. Мы вот работаем очень много, немало работы проводим по развитию компетенций, о том, чтобы... Я очень рад, что по указу главы мы попали в пунктом по указ по охране общественного здоровья. Также у нас там есть пункт по охране психологического здоровья населения в Республике Саха-Якутия. Даже так. Ага. Да, таким образом создан центр компетенций, который действует при нашем министерстве, при нашем учреждении. Вы же заметили, что ну вот ваш центр и еще филиалы в Улусах, сколько? 30 уже, по-моему, сказали? 20. Да? 20 сказали, да. Да. А много народу? Штат какой большой, психологов? Самих психологов немного, человек 60. 60. Да, Ну, это уже много, это уже... по всем районам. Ага. Ну, я считаю, что этого не так уж и много. Не так уж... Я тоже Так, считаю, может, что это не куда, так уж... куда я положу? Вот это? Ага. А давайте мне. Это, моечку. Так, Семен, я начал. Да? Немножко жидковатый у меня получился. Да? Ну, можно муки добавить и все. Так, давайте проверим. Отлично. Муку, вкляр и пошла массовка, да? Вот надо будет тарелочку вот золотистую. Вот эту. А, для это, да? Да, чтобы туда перекладывать. Сервировать. Ну, готовое, имеешь в виду. Да. Все хорошо. Я знаю, что для того, чтобы человек стал психологом, обязательно требование – это высшее образование психологическое. Да, конечно. Да, а потому что, ну, вот сейчас, ну, не буду, может быть, голословным, да, но все, кому не чуть ли не попадя, начинают там чуть-чуть в жизни чего-то успеха добились, вроде как бы авторитет завоевали, и начинают курсы личностного роста, Их курсы Если чего-то. честно, их называют психологи, да? Да, нет, коучи. Либо Ну, коучи, либо что. Как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому двояко. Но, С одной стороны, абсолютно верно, что психолог должен иметь и высшее образование, и квалификацию. ну, и- то есть человеку в голову э, лезть, скажем. Это все происходит от того, что отсутствует федеральное регулирование Мгм. на нормативном уровне. Ну, то есть Да. вот именно законодательство у нас еще как бы сырое, да? Ну да, Ага. не идеальное. Скажем так, можно еще салфетку? Да, конечно. Побольше. А с другой стороны, я рад, что подобные вопросы вызывают интерес у населения. Значит, Но. у населения Ну, то есть, как бы, есть потребность. Выбор, да, куда Да. идти? Вот туда, скажем так, частнику, либо тут государственную структуру. Да, которую- да. Ну, для этого выбор должен быть, но, естественно, я вот очень абсолютно уверен, что
психологи сами должны вести вот эту регулирующую работу, инициировать тоже законодательство, инициировать работу по укреплению авторитета психологов и инициировать, скажем так, работу по тому, чтобы этот процесс был регулируемый. Мгм. То есть психологи сами должны ставить вот эти проблемные вопросы для того, чтобы это обсуждалось. Ну, то есть, соответственно, это должен быть какой-то, ну, некий профез, там, я не знаю, психологов, или, Возможно. ну, какое-то сообщество, возможно, да. да? Да, да, И автономное да, и какое-то. сегодня у нас в республике эта работа ведется, ведется на межведомственном уровне и стоит на, ну, таком, на контроле на довольно высочайшем уровне. Мгм. А коллег, Дальше. которые, ну, вот, Да. психологи, частники, много вообще? Ну, вот, вы ведете какую-то такую статистику? Ну, либо это как получается, ну, Ну, коллеги, это- конкуренты, я не знаю. Ну как, я, конечно, могу отвечать только за то, что я несу ответственность как руководитель, да? Ага, тех, которых вы нанимаете, скажем. Да, это вот, Ага. ну, это такой процесс нерегулируемый по частникам. Ой, Ой. что я напутал. Ничего страшного. Не смогу точно сказать пока. Сколько вообще психологов есть, да? Да. Ну, их же, они же есть, ну, то есть я мы проводим- изредка вижу объявления, там, да, ну, частный Ну, да. психолог примет, это все такое. Мы проводили исследования Либо совместно с Центром стратегических исследований при главе республики. И мы, естественно, выявляли только вот в основном государственных школах, детских садах, ну, по районам. А насколько вы считаете ответственна эта профессия? Я почему-то вот думаю, что, ну, давайте вы свое мнение, а я потом свое сравним. Я считаю, что это сверхответственная работа. Может быть, я как кулик тот, который хвалит свое болото, да, буду выглядеть. Ну, Но я считаю, что все, что вокруг нас, вообще, это все психология. Потому что мы везде ведь на работе, мы общаемся с людьми, ага. там, семейной жизни, там, Воспитание детей, воспитание детей, культура, театр, кино. везде психология. Везде психология. Посмотрите там какие-то художественные произведения. Там же везде фактически такие психологические процессы происходят. О том, что там истории отцов и детей, там, то, что нас ну, привлекает. Я считаю, что там везде это все про психологию. Однажды мне мои учителя, вот, скажем так, когда мы открывали первые филиалы, это было 20 лет назад, тогда еще вот действительно, вы правы, не было такого четкого понимания, что, кто. Я очень радуюсь, что сегодня этот Да, ну, вопрос вы будируется. чуть ли не говорили, а вы кто вы такие, типа? Да. Особенно мужчины, Ну. руководители, потому что очень много же мужчины принимают решение, скажем так, открывать там филиал или нет. Зачем вы вообще нужны? Ну, что-то чуть ли не так, наверное. Зачем это нужно, да. Ага. Мы убеждали, Как-то что жили до этого, типа, и без вас. мы убеждали, что это нужно для молодежи. Ычат сайдехтах, ахачата хайдехтахтен. И мы как-то... Тогда у нас еще сильно с обеспечением были большие трудности. Мы ехали открывать эти филиалы, была весна, я помню. Холодно, машина сломалась. И я думаю, мне там 20 лет, что ли. Я думаю, куда я еду, зачем я еду? Туго вон ему. И мне мой учитель, вот, Октябринец Фонтон, сказала, перестань себя жалеть. Сказала. Ты посмотришь, Ты выбрал путь и да, типа, ты посмотришь, вот твой крест, типа, да? ты посмотришь через 10, 15, 20 лет, Плоды свои, да? ты увидишь, какую пользу это будет приносить людям. Я впервые в жизни... Далеко вперед, за Да. горизонт, да, заглядывала учительница Да, ваша, получается. я впервые в жизни задумался, да, в жизни. Как это я себя жалею, я еще обиделся так страшно. Бевин, ага, ну, вон. Еще этого не хватало, да? Да. Я думал, я такой классный и так далее. Ну, это, скажем так, в большей степени связано с тем, как мы себя оцениваем. Молодым людям свойственно себя переоценивать. Так, сейчас задам вопрос, который может показаться провокационным. Давайте. Да, я технарь по первому образованию, да? Здорово. Физик – это точная наука. Ну, допустим, формула, математика, все там складывается. Если так, то так. Если так, то вот не так, да. А психология, ну,
Я знаю, как думают технари. Технари, да. Ну это же вообще, это действительно же не это наука. не наука, да. Да, это же не наука, она может сказать, ну чуть ли не лженаука, да. Ага. Она же не может быть, ну вот, скажем так, если вот так, значит вот так, да. Ну, допустим, даже психология бессознательного, Зигмунд Фрейд, там Да, да. есть оговорки, ну то есть, что одному хорошо, другому это. Ну, как вы к этому? Когда говорят так, что вы, каким Не-не, образом вы парируете? Я абсолютно это понимаю, потому что у нас есть функции мозга, и технари, они в любом случае отличаются. Раньше было там физики и лирики, и исследования мозга, Институт мозга имени Бехтерева, они очень четко говорят о том, что восприятие техническое, оно другое. Технари всегда так будут думать. И даже вот по восприятию информации. Есть люди, которые лучше воспринимают на слух. Да, Есть люди, которые, когда вот Визуально. зрительные образы. Визуально, да. Есть люди, которые лучше, например, воспринимают информацию, когда пишут что-то. да, ну то есть через мелкую моторику. Ага. Да, это учителя очень хорошо знают и очень хорошо разбираются в тем, что для определенного ученика бесполезно давать вслух информацию. Ему лучше пойти показать на практике. Тогда он лучше поймет и лучше освоит материал. Я вот считаю, что это зависит от восприятия каждого человека. Перец. И ложку, пожалуйста. Ложку? Да. Поэтому я здесь не вижу никакого конфликта. Это личное восприятие каждого. А вот про ответственность. Ну, то есть, когда психологам вам дают какие-то права, ну, скажем так, человек пришел, дал добровольно согласие в голове его копаться, да, но с этим же возникает и ответственность. А бывают такие случаи, когда, ну, вот, что-то насоветовали, потом, ну, не будем касаться там трагичного, что ну, жизнью человека, ну, психологическая ошибка. Бывает вот врачебная ошибка, да? Бывает. Да, врачебная ошибка. Ну, то есть врачи тоже. Я считаю, что психологи, они ну, наравне чуть ли не с врачами. Ну да, как у врачей есть клятва Гиппократа, у психологи тоже есть принцип «не навреди». Поэтому мы это четко отслеживаем для того, чтобы каждый опыт передавался, для того, чтобы проводилась качественная работа. И методически тоже есть, мы вот в рамках Центра компетенций методически много работы проводим для того, чтобы психологи постоянно работали над собой тоже. Потому что Ну да, психолог это же это же- постоянное обучение. Они же ходят куда-то все время, Да. семинары, Я да. имею в виду в большей степени даже работу над собой, потому что если ты действительно несешь такую ответственность, если ты даешь себе право влиять на личность человека, ты должен сам уметь постоянно работать над собой. Над Это- собой, да. это Потому что только- я знаю, что и психологам требуются психологи. Конечно, есть понятие супервизии, это когда более старший коллега ведет, Более умудренный, больше, да? ведет работу с младшими коллегами, скажем Ну так. то есть советует, какие-то там Да, наставники, да. направляет. да. Это нормально. Я еще это знаю, обычная что практика. психолог, ну, допустим, это как зубной техник, зубной врач. Ну, то есть кому-то подходит, Я такого кому-то не не слышал. подходит. А? Да, есть Да, такое. ну, то есть очень хороший может быть психолог, ну, условно мне не подошел. Почему я говорю? Я говорю за свой опыт, да. У меня тоже был опыт обращения к психологу года 4 назад, да, мне посоветовали нескольких, я что-то выбрал, посмотрел портфолио. Пришел на пробное занятие, ну, не понравилось, или что-то пошло не так, пошел к другому. Ну, вот Все, понял. это же так? Это очень верное замечание, потому что мы же все разные. Ну. И психологический тип личности у каждого человека разный. Поэтому действительно есть психологи, которые хорошо работают с детьми, есть наоборот со взрослыми, с семейными парами или наоборот с кризисными ситуациями. Ну вот как врачи же делятся по, Да. скажем, там, Ну, грубо говоря, кардиолог. терапевт Да. такой. И также и психологи тоже они подразделяются. Четкое, хорошее понимание. Нами инициирован большой реестр психологов, которые практикуют, которые оказывают услуги. Мы готовим для того, чтобы это был открытый портал, где каждый человек мог бы зайти, посмотреть и выбрать для себя подходящего специалиста, скажем. Вот подобная информация должна быть
действительно в открытом доступе. Открытый, да? Да, для Ага, ну понимания. да, бывает же, ну, допустим, даже на Западе, да, ну, психологи звезды, которым, ну, допустим, час стоит вообще бешеных бабок, да, у них очередь там на года вперед стоит, да, но просто к нему пошел, может быть, лучше, но он не подошел. Ну, то есть некомфортно с ними и все. Абсолютно, это абсолютно нормально. Такое может быть. Ага. Ну, то есть всем не угодишь, скажем Конечно, так, конечно. да? Ну, я бы хотел заметить, что западная психология, психотерапия, она, ну, там имеет свои отличия, чем у нас в России сложилось. И Так. понятие психотерапевтов там такой уклон немножко другой. Поэтому тут у нас в нашей стране складывается своя определенная модель в эти годы. Своя. Да. А как у якутян вообще? Есть отличия, допустим, ну, какие-то, может быть, Конечно, особенности? я абсолютно уверен, что мы живем в холодном краю. Да. У нас Мы не эмоциональные, мы не открытые. Якути сначала мы такие вот стойкие сначала. Думают, Мы- ко всему новому немножко как бы как- не да. сразу открываемся, да? Ну Россияне в целом такие, якутяне, мне кажется, особенно. Но мы живем в таком климатических условиях, что у нас, грубо говоря, 9 месяцев холодно, да, а потом резко очень жаркое лето, такое резко континентальное. И определенным образом это не может не сказываться на нашем темпераменте, на нашем менталитете. Да, То есть вы в своей работе такие регистры тоже используете? Абсолютно Ну, то есть, точно мы- где человек живет, какая-то экономическая ситуация в Конечно. стране. Это все необходимо учитывать. Действительно, мы имеем определенную склонность к депрессивным состояниям. Рыба у нас уже готова. Так, Вот она покажи, у нас. пожалуйста, на камеры, что у нас там. Получилось вот так. Какая красота получилась. Какая. И между тем ты, по-моему, еще и соус сделал, да? Да, соус сметанный получается. И пока вот мы жарили тоже рыбу, я немножко прожарил овощи. Овощи. Соус тут у нас тоже есть. Можно уже подать доски. Так. И потихоньку сервировать, ну Да. и продолжать, скажем так, нашу беседу. Да, Держи. давай вот сюда я тут начну Да. продавать. Сейчас Семен красиво все сделает. Да, Владимир, у меня такой вопрос. Ну, то есть, потихоньку заканчивая нашу тему, ну, то есть, про вашу работу, да? Так. Вы как психолог, можно ли, говорят же, там, допустим, в обыденной беседе, когда, ну, вот среди друзей или знакомых, там, кому-нибудь там скажешь, говорят, о, нифига, ты, оказывается, психолог, типа, там, какой-то. Можно быстренько составить психологический портрет человека? Ну, то есть, внешне, там, перекинуться парой слов или что-нибудь такое, ну, то есть по каким-то таким внешним повадкам, либо там по словам, по мыслям. Как это быстро делается вообще? Ну, вообще, на самом деле, я думаю, что в коммуникации надо всегда ориентироваться на свои чувства внутренние. Кто-то говорит, что это интуиция. Да? Ну, что-то типа, да, Да. интуиция, которая вроде как бы и не существует. Да. Ну, которая, Вы- опять же, не точная наука. Нет, когда вы говорите о том, чтобы распознать другого человека, какой он, я считаю, что прежде всего очень важно знать себя. Да? Если мы знаем себя в определенной степени, свои сильные и слабые стороны, то, в принципе, уже нет необходимости будет там, догадываться, насколько этот человек плохой или хороший. Вы будете уверены в себе. Это вот есть определенный механизм проекции. Если мы в себе не уверены, то и мы будем догадываться, спросить, не спросить о другом человеке. Если ты в себе уверен, то ты будешь других людей принимать такими, какие они есть, и не будете ожидать от них того, что они не могут. Ну, какого-то подвоха ожидать, что-то такого. Вот типа, именно, да. Ага. Да. И либо будете распознавать, что этот человек там, интригант, манипулятор или там, обманщик. Там. Да, поэтому я считаю, что в любой деятельности важно знать себя хорошо. Исходя Ух ты, из этого. Какой, Да. какой интересный какое интересное мнение, да. Ну, вот такой, да. Обычно мы всегда, когда работаешь, консультируешь, что ты все равно сосредоточен на клиенте, на его запросе, и когда он начинает в себе разбираться, в своей семье, в своих каких-то плюсах, минусах, в своих там, недостатках, или чего он хочет добиться, чтобы работать над собой, ну, тогда он уже, человек сам начинает налаживать свою жизнь, вот, превращать ее в здоровые отношения. На своем уровне. Не надо менять там
политический строй в Африке или еще где-то, Именно здесь, сейчас, да? со своими близкими и так далее. Не, ну просто я сейчас по твоему опыту же, опять же, да, сужу, да, мне потому что вообще на самом деле психология очень интересна. Ну, то есть я прожил какую-то такую жизнь, определенный, скажем так, ну, жизненный свой багаж, да. У меня часто друзья спрашивают, говорят: Петя, ну ты посоветуй, ты же, говорит, ну у нас такой, типа там, да-да-да-да-да. А я иногда бывает, что даже не знаешь, что сказать. Либо советовать человеку, как по-якутски, зачем, скажем так, лезть какие-то эти. А если вопрос спросили, да, ну какой-то... Ну почему? Вы же можете поделиться своим опытом. Да, своим опытом. Вот всегда- именно может, так, да, вы когда говорите, уже пришел я запрос. Я да. делюсь своим опытом. Это было верно для меня. Да. Вот что для тебя будет верно, ты же можешь Я же не знаю. да, типа. принимать решение. Вот у меня было так, Мгм. скажем, я вот чего-то добивался таким образом. Да. И не обязательно же, чтобы этот человек делал то же самое. Естественно, если он будет делать то же самое, а ему это не подходит, он обидится. Может и не подойдет, да. Да, на но- тебя видит, скажет. Вот, ты мне Ты- такое посоветовал, Да. оказывается, да. Говорит, какого черта ты что такое натворил, типа. Ну, А если, ну, я считаю, что ориентироваться, ну, все равно сам принимаешь решение. Мгм. И подытаживая, еще один такой вопрос. Есть же такое все равно понятие жизненное призвание, да? Вот вы, скажем так, уже школьником уже решили для себя этим. А кем, если бы не психологом? Задумывались? О, в детстве я много думал, Да. много разных. Ну, не летчиком, так. Нет, сразу отбилась. Сразу нет, так. Ага. Художником думал там еще. Мне вот нравится вот этот антураж, связанный с художественным изобразительным искусством. Пожарным думал стать. Очуметь. Да, ну потому что, ну что-то вот, это же полезная работа. Ну в любом случае, наверное, что-то связано с тем, чтобы приносить пользу людям. Людям, да? Да, иначе, Работа для общества, да? да, если ты пользу приносишь, то на самом деле это польза для тебя, прежде всего. Сам развиваешься. Есть жизненный девиз какой-то? Ну, я всем желаю всегда налаживать здоровые отношения вокруг твоего ареала, того, что... Близкого окружения Да, своего, близкого своего Где ты окружения. можешь влиять? Конечно. В то, что подвержено твоему влиянию. М. Здорового психологического здоровья, скажем так. Психологического здоровья всем желаю. М. Правильно, потому что говорят же, вот, можно из-за нервов, вот то, что у тебя в стрессе постоянно, просто взять и заболеть тоже, да? Конечно, психосоматика Вот называется. психосоматика. А есть человек, которым вы восхищаетесь, либо там, ну, какой-то такой ориентир, ну, может, в профессиональном плане, либо Да, у в меня... жизненном? Я думаю, что в моей жизни вот учителя вот Октябрина Ксенофонтовна, также у меня взаимодействовали с Александром Григорьевичем Подголовым здесь, М. в Якутске, да. И, ну, я думаю, что есть такие люди. Возможно, наверное, у каждого человека таких людей мало. Мгм. Не бывает, чтобы вот когда человек говорит, что я сам всего добился, я. Но все равно, да, какой-то В любом духовный случае- наставник, да, скажем так. Возможно, у кого-то это супруга бывает, М. потому что для мужчины и женщины, когда говорят, что женщина шея, я имею в виду не столько с точки зрения манипуляции, я имею в виду, что мы, мужчины, с детства подвержены влиянию женщины. Мама. Ну нас- да, у нас мама, нас с я детства- мама. Уже- да, Я уже- маменький сынок даже, я вообще этого не стесняюсь. У женщин восприятие мамы немножко другое. Когда женщина сама становится мамой, там Ага. немножко меняется восприятие. А у мужчины отношения с мамой, они сохраняются в определенной такой, в одном русле, скажем так. Поэтому я считаю, что у каждого, кто добился чего-то, всегда есть группа поддержки, всегда есть. М. Это такие важные для человека люди. Ну, круто. Ну ладно, отвлечемся. Ну что, Семен, мы продегустируем или еще поговорим? Можно А уже. ты сняли, да, Да, показали? сняли уже. Красота, да? Да. Мне сейчас даже фотку сделаю для социальных сетей. Вот так. Так, надо будет, чтобы ты передал нам вилки. Так, вилочки, Мой стакан тоже, пожалуйста. вилочки. Пожалуйста. Владимир, вам Стакан передать. стакан. А, еще закину. Наполовину пуст. Или наполовину полон. Это кто как видит, да? Так.
А Владимиру? там? Вот мой. А вот ваш. Что ж, можем пробовать. Давайте. Да? Ну что ж, давайте попробуем. Что же у нас сообща получилось? Я, конечно же, сразу на рыбу нападаю. Красота. Обязательно рыбу руками надо есть, да, Семен? Либо можно и вилкой. Семен, как считаешь? Говорит. Смотри, суперский. Классика. Как? Мне нравится. А вы вообще что кушаете? Любимое блюдо есть у вас? Да. Отойдем уже на отвлеченные темы. Не будем грузить больше работой. Ну, Давайте поговорим о хорошем, да? ну, я думаю, интересно. В каждой кухне же есть своя прелесть, да? Я, в принципе, как-то не скажу, что у меня есть что-то любимое конкретное. Ну, естественно, на якутской кухне я вырос. Это я обязан сказать. Я очень люблю рыбу. Вообще, мясо люблю. Я люблю патарха, я люблю очень. Ох ты, Вообще- из меня, да? Вообще не могу, если без... Это как бы ну, какие-то... Это определенный ассоциативный ряд, который идет же с детства. Да. Да. Естественно, еда — это же тепло, любовь, Уют, уют. защита, комфорт. Да. Да, вот такие чувства, связанные с детскими переживаниями. Запах хлеба там, или вот запах оладий. Оно создает, внутри откладывается как в бессознательном, связанное с любовью и с хорошими, Теплотой. с теплотой в какой-то, да. семье. Да, с Мне, любовью. мне звук вот этот, который, когда вот так, когда это, Да, да, да. думаю, Или- каждое утро слышишь, так Или в просыпаешься. деревне вот слышишь сначала до этого звука звук сепаратора, Сепаратор, а да. потом уже идет. Тогда бабушка Да, как еще параллельно кто-то оладьи жарит. Это уже видите теплые воспоминания. Вот. Бабушкин сепаратор вообще для меня это тоже триггер, так сегодня Ну, говорят. триггер, Что Я очень... ну, хорошим изменением. Да, да, да. Сначала сепаратор, а потом уже сливки. Ну, сейчас слеза просто. Так, ну что ж, вроде у нас получилось просто, вкусно, доступно. Это можно приготовить спокойно в домашних условиях. Конечно, да. Оказывается, достаточно просто все. Да. Ну что ж, Владимир, смотрите, как у нас все действительно просто и вкусно получилось, да. Еще раз огромное вам спасибо. И в конце передачи тоже у нас есть такая традиция. Пожелание нашим телезрителям, пожалуйста, вот на эту камеру. Дорогие жители Якутии, я всегда ратую за психологическое здоровье населения. Если есть какие-то трудные переживания, у любого человека бывают трудные времена, приглашаю вас обратиться в наш центр, где компетентные специалисты, также в районах, в 20 районах, всегда будут рады работе с каждым, будут рады работать с каждым. А я еще раз напомню, что у нас в гостях был Скрябин Владимир Борисович, директор Центра социальной психологической поддержки семьи и молодежи. Владимир, еще раз вам огромное спасибо. Благодарствую. Семен Тарбахов со мной, как обычно. Я Петр Цыпандин. На этом потихоньку прощаемся. Программа «Просто вкусно». Канал Якутия-24. Будьте здоровы, друзья. Будьте и психологически тоже здоровы. Да. А мы что? Мы продолжаем кушать. Да. Наша замечательная позиция.